Что ты тянешь на? Пошли, поехали. Постановление следования по важным делам по расследованию особо важных дел СУСК РФ по республике Коми Кочингина возбуждение перечисленного ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Солдатова Сергея Юрьевича, работающего директором ООО «Стройрегион СНАП», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, установил. 18.02.2017 года в отношении Солдатова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ. Также фигурантами по уголовному делу проходят Пичугин, Азизов, Эфендиев, Абубакаров, Азизов, Карпов, Рохлин, Вануйта, Егоров, Исаев, которые подозреваются в совершении аналогичных преступлений. В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что начиная с 1994 года Пичугин создал на территории Республики Коми преступную группу, объединенную единой целью совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на получение финансовой и иной материальной выгоды, привлек к ней участие ряд лиц, в том числе Солдатова, из числа спортсменов и людей, а также из числа спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органов. 19.02.2017 года в 2 часа 51 минуту в порядке статьи 91-92 УПК Российской Федерации по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан Солдатов. В тот же день он был допрошен в качестве подозреваемого. В Сыктывкарский городской суд Республики Коми поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Солдатова меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обосновано тем, что Солдатов подозревается в совершении тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено только в виде длительного срока лишения свободы, ранее неоднократно судим. За совершение тяжких преступлений, находясь в свободе, может оказать воздействие на потерпевших и свидетелей по данному уголовному делу, пытаться воспрепятствовать производству по уголовному делу, установлению всех обстоятельств преступной деятельности, группировки, принять меру по уничтожению доказательств по делу, продолжить заниматься преступной деятельностью. Но следствие имеется все основания полагать, что Солдатов, оставаясь на свободе с целью избежать уголовной ответственности, может скрыться от органов предварительного следствия и суда и иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе может согласовывать свои действия с иными участниками организованной преступной группы, местонахождение которых не установлено, которые объявлены в федеральный розыск. Таким образом, следствие приходит к выводу о невозможности избрания в отношении Солдатова меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Задержание Солдатова в порядке статьи 91-92 УПК суд признает законом обоснованным, поскольку к этому имелись предусмотрены законом основания, порядок задержания был также соблюден. Руководство статьей 108 УПК РФ постановило избрать в отношении подозреваемого Солдатова Сергея Юрьевича 17.10.1975 года рождения меру пресечения для заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 19 апреля 2017 года включительно. Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 3 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судом апелляционной инстанции. В тот же срок со дня получения апелляционной жалобы либо апелляционного представления, затрагивающих его интересы. Сергею Юрьевичу Солдатову постановление понятно? Да, сроки обжалования ясны? Все ясно. Копию сейчас вам получим. Судебное заседание сегодня закрыто. Ваша честь, а можно удалить журналистов уже сейчас из зала, чтобы с адвокатом переговорить? С адвокатом, да, освободите помещение для индивидуальных встреч.